Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня мы в гостях у Виссариона Петровича Лосманова, инженера по профессии, но в душе энтомолога, любителя природы. Сегодня у него в гостях, в музее, можно сказать, квартира у него в музей. Расскажите, пожалуйста, Виссарион Петрович, о вашей деятельности. Это необычное, мне кажется, направление для Чувашии, для инженера, по крайней мере. Как вы может, у вас жила душа, живет энтомолог, но работали вы все время инженером? Ну, большинство раньше, когда я начинал заниматься, вот литературой, в газетах все писали, в основном вот, крупные коллекционеры, энтомологи. Они в основном работали в разных других профессий. Например, академик медицины Павлов, тоже крупный коллекционер. Иван Павлов, имеете в виду, да, Да, академика? да, вот. Но потом есть инженеры тоже. Фирма «Природа школа» раньше была в Подмосковье. Там главный инженер Цветаев был самый крупный коллекционер в Советском Союзе. Ну вот, но я познакомился, самый первый познакомился после 1972 года, крупный коллекционер тоже. Он, кстати, в газете написано было, он первую коллекцию свою собирал и подарил какой-то школе, там, ну, в соседней школе, где он учился. А он сам работал там, в министерстве по туризму, заграничный туризм. Ну вот он, большинство, кто вот ездит за границу, заказывал тропические бабочки. Да, в то время очень трудно было их находить. Это сейчас можно находить. И собирал, заказывал коллекцию. А потом, вот, в 1972 году я познакомился с ним, пригласил он к себе, вот, как раз поехал тогда, часто ездил в Москву. И вот он самый первый у меня, можно сказать, шеф-наставник. И разные советы, много советов дал. После у меня 2-3 коробки только было. Он критически относился ко всем это вот, пропорции этих коробок, как вот коробки оформлять, глубина и так далее. И вот после этого я начал более-менее уже более научному. Но и сейчас даже вот эту коллекцию оформить, вот этикетки особенно оформить надо, паспорт и музейные этикетки, вот внизу там вот музейные этикетки. Музейные этикетки вот здесь внизу, вот вид, один вид, там у каждого свой паспорт. Внизу это вот название, латинское название полностью, и этот. Здесь, где, в какой стране только. А если научная этикетка, там на первой странице надо дату, точно дату поимки, и место поимки точное. И по этим данным только и определить и научное название. Ну вот научное название по последней номенклатуре надо писать фамилия, имя, отчество и полностью, когда этот человек, он, вот, например, линейка, в каком году название вот это дано было, обязательно надо сейчас писать. Но вот у меня вот это вот данные, вот это не написано, вот в каком году, вот именно. Вот приходится, например, можно опять переделать, но здесь очень большая работа переделать. Да. А вот мне кажется, вы сейчас показали, мне кажется, они все три одинаковые. Они не одинаковые, вот, да? Вот это вот два одинаковых, Ага. а это третий уже другой подвид. Рисунок имеет, да, другой? Да, вот он, рисунок другой. И вот, например, если один вид надо поставить, если, например, ну вот эти тоже вот кажется одинаково, вот это один вид. Вот это вид, это не детеныш? Нет, это вот другой вид, вот это другой вид, очень похожий. Ну вот и в других
в другом регионе, например, водят в Юго-Восточной Азии. Вот все-таки какая нам многообразная природа, да? Да. Ну вот если бабочки брать, а, Сейчас вот я здесь поснимаю, вы говорите, ага, Виссарион Петрович? более 200 тысяч видов. 200 тысяч видов бабочек, да? Да. Из них в Можете основном, свет включить все-таки, Виссарион Петрович? в основном 10% только дневные бабочки, а в основном ночные бабочки. Вот Ага. здесь ночные бабочки. Это ночные. Но здесь в коллекции тоже их больше, хотя вот они вот особенно мелкие, вот это вот самые мелкие семейства молли разных семейств. Вот здесь в этой коробке молли. Листоверки, огневки, вот это самые мелкие бабочки. И- Виссарион Петрович, это вот, это же очень кропотливая работа. Не устаете? Ну, уставать в этом смысле не устаешь, но просто иногда морально что какой-то, если кто-то относится не так, вот это вот давит. А так вот работу. Вот ночные, вот днем их очень редко находить. Вот среди, вот, например, семейство пяденицы, днем встречаются вот эти только похожие на дневных бабочек. А эти вот ночные, чтобы их находить, совки, пяденицы, все вот это ночные. Но они же, наверное, Надо- повреждаются еще при ловле. Да, при ловле. Поэтому технология лова, хранения, транспортировки, все это технологии надо изучать, это, так сказать. И как обычно в литературе написано было, кто-то вот поймал бабочку, вот несет, особенно ночью, вот так вот прилетет, потом у него рисунки даже нету, и не определишь, какое название. А рисунок он может менять, если вот Ну да. поймав рукой, его Если рисунок может стереть? чешуйки, вот эти чешуйки слетают, там вот, например, ну вот здесь вот, например, трудно определить их. Если вот какое-то пятнышко или колечко там пропало, и не определишь вот этот вид или вот этот вид, очень похожи друг на друга. А потом рисунок у них восстанавливается? Через какой-то... Нет, уже нет. чешуйки Они же... только дают, а там прозрачная пластинка, как бы, на нем чешуйки. Вот, чешуйка, если слетела, вот, хотя взять нашу крапивницу, если чешуйки, вот эту чешуйку все убрать, остается прозрачное крылышко только. Они же недолго живут, да? Сколько они Но живут? живут самое максимально, живут, если вот без зимовки, сами взрослые живут не больше 3 недель. 3 недели. 3 недели. За это Поэтому время их много, они наверное. созревают после выхода из куколки. Должны созревать и до оплодотворения. Оплодотворение произошло, яичко откладывают, и тут же они и погибают. Или если не успели яички откладывать, птицы поймали там каким-то образом. Поэтому вот если некоторые говорят, вот бабочку ловили. Но вот надо знать, какая бабочка, какое время выходит, и успели ли они яички откладывать. Можно, вот, например, примерно, если 3 недели... Пока, вот, посмотри, вы говорите, Виссарион Петрович, я коллекцию вашу поснимаю. Если 3 недели там прошло, и, значит, где-то в 3-й неделе они уже успели яичко откладывать. И можно ловить там самец, самки. Они встречи произошли. Вот у меня вопрос возникает, Виссарион Петрович. В мире, говорят, на белом свете ничего лишнего нету. У каждой твари, у каждого насекомого есть свое предназначение. А бабочки, вот эти жуки, у них какое предназначение? Они тоже нужны, наверное. Но если взять бабочки, они появились на свет, когда растения, они потому что взаимосвязаны. Они опыляют тоже, да? Растения, опыляют растения, но сами непосредственно производят, значит, опыление. А является, они во всех стадиях являются основным фондом Пищевой цепочки, да? Пищевой цепочки для птиц. Птицы, вот насекомоядные птицы, в основном, если насекомых нет, вот, например, стрижи вот здесь летают, да, вот
наверху вот, они на землю не могут садиться, Ага. на ветки не садятся, а целыми днями летают до самой глубокой вечера, глубокого вечера, летают наверху, Ага. и вот они дом несут, дом наверху. Вот иногда говорят, а почему они наверху летают? Потому что они там насекомых ловят. Мгм. А что делают насекомые там наверху? Если насекомых нету, что они воздухом, что ли, вот, рота раскали, ловят. И вот таким образом, значит, но есть, например, синички, воробьи, трясогузки. Если насекомых нету, значит, они так и не могут жить. Вот, например, ранневесенние бабочки ловить, вот ездишь за Волгу, вот уже, например, вот пятница, брефусы, вот эти брефусы, вот они появились, и, значит, соответственно, они появились, уже трясогузка прилетели. Значит, они вот, например, на дорогах, на влажных комочках торфа сидят, если вот что-то встревожил, и тут же трясогузки их хватает. И вот они появились, ну, в других лесах вот перелетные птицы прилетают. И насекомых, вот, значит, какие-то насекомые уже появились. И жуков там, и других. Это внизу жуки, да, Виссарион Петрович? Но здесь вот запасники, вот это вот. Ага. Вот здесь кузнечики, саранчевые, ну вот остатки запасники. И вот, например, испортится какой-то в коллекции, вот отсюда возьмешь, ставишь. Но название уже определенное. А здесь вот перепончатокрылые осы, шмели, пчелы. Вот, Шершни тоже, наверное, есть, да? Да, вот наши, например, шершни. Это местные наши, да? Да, перепончатокрылые. Это отряд перепончатокрылых. А тут муравьи тоже есть, да? Вот я думаю, это Муравьи тоже к перепончатокрылым относятся. У них же матки Да, крылья имеют. они крылышками, да. Ага. Нам кажется, как это перепончатокрылые. Некоторые, например, не видели. Но вот перед дождем, вот теплое лето, вот они крылышки появляются и вот летают. И кажется, какой-то другой насекомый. Вот поймаешь, а это муравей. Вот наездники очень интересны, тоже перепончатокрылым. Ух ты, у него какая вот длинная игла. Они вот, например, регулируют равновесие в природе. Вот для других насекомых, например, жуки под корой находятся. Вот кора, например, вот такой толщины. Вот кора ее просверливает, нащупывает усиком. Это не как сверло или как иголка? Да, как сверло оно называется. Да, И вот сверлит? Ну, как бы Корочку, да? не Долбит, да, как, не крутит, а как дятел, да? долбежный вот такой. Ага. И вот там, здесь, ну, сверху футляр вот такой, так соединенный. И вот внутри проходит вот это вот самое вот сверло. Он нащупывает вот точно, вот внизу находится личинка жука, да? Вот такой толщины дубовая кора. И он нащупывает сверху вот усиком, точно определяет, вот, например, Где можно пробить? Сюда в головной части нельзя, я искал, где-то нет. Вот именно надо то место, чтобы не вредить эту личинку, это кормовой корм для своей личинки. Вот определить точное место и одно яичко откладывать туда. Вот и это вот под корой, вот это наездники. А есть маленькие наездники, почему их вот маленький какой-то насекомый, в стадии личинки, и подлетает, прямо на это садится, и прямо яички. Некоторые целые батареи. Вот, например, я гусеницу нашел однажды, еще в начале своей деятельности. И вот в этой гусенице хотел, очень интересно, гусеница из дуба, там карбинкой такой, и думал, какая же бабочка выйдет. Но потом-то я могу знать, конечно. И положил в банку, ну, консервную банку там, и однажды прихожу с работы, мне говорят, у тебя не бабочка, там целая банка, какие-то насекомые, мелкие-мелкие, трихограммы называется. Вот их целая банка, сотнями, наверное, там. И потом это выпустил на улицу вот этих, все вытащил, а это
куколку, это уже гусеница куклилась, ждал Мгм, я бабушку. И потом положил куколку, ну, еще не знал технологии их нет. И потом выпустил, поставил на подоконник, стоит опять. Опять к вечеру смотрю, еще целая группа. Это сколько было надо, вот где-то около 1000 Мгм. мелких вот, наездников. И вот они вот в свое время, я их отказывал, гусеница живет и внутри развивается. Только после окукливания они тоже внутри окукливаются и потом выходят из этой как бы, Мгм. батареи, коробки. Их никто не повредит, если кто-то вот, потом только их может кто-то есть. Виссарион Петрович, это мужская работа или женская? Или она не терпит разделения на полы? Но среди коллекционеров очень редко женщина. Ага. У нас С чем это связано? это связано, ну, ну, не только я, другие проанализировали. Вот, женщина, ну, она вот в семье, например, семейная, ну, например, не замужняя, там, ладно, может заниматься, некоторые вот пытаются заниматься, и ко мне многие обращаются, я говорю, ну, у вас, я говорю, серьезно, ничего не получится, потому что очень многие потом не могут, Так, потому что чтобы свет был. ей в экспедиции надо уезжать. А в экспедиции уезжать, и там... Женщина это хранительница семейного муж, очага. например, этим делом не занимается. Да, да. И, Может не понять. Ага, не понять. Там, это, не знаю, с кем ты в экспедицию уезжаешь, Ну, да. что там занимаешься. Даже вот женщина, мужчин тоже вот на ночную охоту уезжаешь, а в народе есть ночные бабочки, это вот какое-то понятие, да? И вот хи-хи-хи, ха-ха. Вот, например, моей супруге тоже может часто говорить. Да, ночью, я хотел спросить, как семейные воспринимают ваше увлечение? Семейные. Вот ночью, не знаю, каких ночных бабочек, двухногих или шестиногих ты ловишь. Да. Как воспринимают ваше увлечение? Однажды у меня жена попросила, вот здесь на 6-м километре, вот сзади дачных участков, я часто ловил, и говорит, ты возьми-ка меня, я говорю, давай, пошли. И вот она сидела там, кто-то участвовал ночи. Я говорю, ну, а в следующий раз пойдешь, что ли? Нет, что там делать? Ну, она сидела там, уплевала, а я сижу там, слежу. Самый массовый лед бывает до 2 часов ночи. А потом уже они прекращают, и к утру только уже другие, например, хохлатки, семейство хохлатки, волнянки начинают к утру. Перед рассветом долго летать. Виссарион Петрович, я заметил, у вас на серванте еще корнепластика имеется. Вы сами занимаетесь или коллекционируете тоже? Корнепластика, это вот интересно, это называется, в свое время называли, ну и сейчас тоже, природы фантазии. Это природа создает, и потом... Вы сами доделываете их, да? Да, потом на что похоже вот это переплетение корнев березы. Береза. Вот береза, он похож немножко на кап. И вот это вот получается вот. Она корни уже такой форме имела, да? Да, форме имела, а потом вот что-то лишнее убираешь, вот делаешь. Это вот называется поцелуй. Корни, они, да, это поцелуй. Вот некоторые говорят, а почему руки нет вот у женщины вот. Но если так смотреть, у мужчин тоже нет, а просто незаметно. Потому что природой не сделано. Но здесь, чтобы, например, женская фигура была или мужская фигура, придаешь это. Вы подкорректировали. Да, подкорректируешь, и вот и получается вот. А это в соединении вот так оставляешь. Это все ваши творения. Вы отшлифовали, отполировали. Да, вот если вот сказать вот в походах, вот на Урал я, на Полярный Урал ездил. Вот это вот олень с Полярного Урала. Это на Урале все деревья растут очень мученически, вот, скрученные, скрученные, вот это туда скручены, ветка идет, вот такая маленькая ветка, туда скручена. Она еще медленно растет, наверное? Да, ну медленно лиственницы там растут. Лабытнанги, например, лиственничный край в переводе, Лабытнанги, я вот туда ездил. И вот увидел вот такую корявую ветку и привез. Вот это одна ветка, другая ветка. Это очень похоже на оленя. Вот, и вот идет.
Ну, вот ноги вот символические, они не такой длинный, конечно. И вот это вот для устойчивости вот это вот. Мгм. А эту подставку я в последнее время сделал из капа березы. Вот это. Береза. У Береза, меня- наверное, наших краев, да? Да, это лестница. Вот поэтому. А если вот олень из нашего олень, вот это из сосны уже. Олень скачет по болотам. Вот ноги уводит, он вот, перескочит на какой-то твердый, на болоте там сюда в воду уходит, и это тоже даже туловище перекашивается. Это из сосновой ветки. А эта ветка лежала там на костре. Утром рано я еду из-за Волги, еще плотина не была закрыта. И люди тоже теплоход ждут, и, значит, в ожидании теплохода костер положили. На костре лежит вот эта ветка. Я взял... Не вот- заметили. да, вот Красота. я взял вот даже тут обгоревшая немножко. Мгм. Вот это основная ветка была. А эта ветка вот такая вот. И вот это переплетение ветки сосны. Вот потом уже сделал олень. А Сейчас- это вот как раз тот же кап, вот эта ветка, Ага. а это березовый кап. Тоже вот эта подставка очень интересная. Раньше у меня есть мебельный вот такой доски, вот адресные, в виде ромба. Было, там. ага. Ага, было. А потом очень гармонирует вот эта подставка. Да. Сейчас я вот эти работы тоже поснимаю. Выставки устраивали, Виссарион Петрович? Да, Вот этих корнепластики. Ну, я часто брал с собой вот выставка бабочки, жуки, вот это, вот бабочки жуки мира у меня название выставки. Ага. И иногда брал вот, не полностью, там половина где-то, около 20. Ага. У вас эмоциональные они все. Да. Это вот, это старый пират, как на ветке, как березы. Ага. Это вот, Ну вот ротовая полость у него просматривается. Вы сами вырезали, она уже такая готовая была. она там, это, ну, грязью забита, там Ага. пустота, ну, чуть Пустота была всё-таки, да? почистил. А когда вот однажды мать у меня приехала, говорит, что-то очень страшно, ни одного зуба Ага. нету. Я потом, вот, чтобы белый был, из липа Ага, поставил внизу 2, Ага. а наверху пират, потому что имеет Ага, сколько золота, на 2 зуба. А, золото это, да? Ага. Это Чувствую, вот да. из бронзы вытащил и закрутил. Вот, Ага. туда 2 Винтиком, зуба. да? Ага. Ну, Ага. как, винт нарезал там. Да-да, на бронзе. Ага. Ага. И вот. А почему пират? Вот пиратская шапка Ага. и перышко пиратская, эта ветка одна идет, там другая ветка была, она сломалась. И ухо интересно у него. Ухо одно, а другое Другого ухо уха не нету. видно. Ага. Вот эта рана только осталась, потому что он все время подслушивал на корабле. Стукач был, короче. Его наказали, ухо Ага. отрезали. Вот. И борода там пиратская такая. Ага. И подставка у него из чего? Подставка. Это дерево. Сейчас посмотрю тоже. А, тоже остаток Тоже кап, да? березового кап. Ага. Вот срезаешь и вот тоже хорошо. Вот, пиратская. Можно повернуть, вот, как она сзади Ага. лежит? Ага. Вот сзади вот это вот. Бывалый пират, Да, вот наверное. здесь вот другая ветка была, она Ага. уже сгнившая была. Ага. А так можно 2 перышка. Обычно перышко Да. пираты вот втыкают Ага, вот ага. шапку. Бывало пират, мы Ага. много страдали. Вот здесь шрамы у него, вот тут Ага. шрамы. Они вот дрались там и нападения. Целую историю можно про него Да, рассказать. ну вот. А это тоже березовый кап, женщина на ветру. Ага. Вот сидит, вот ветер. У нее прическа хорошая была, вот такая Ага, скважина, ага. когда на ветер вышел, и Да, вот на ветер ветру, да, сдувает, вот тут сзади вот эту кап все нетронутый оставляют. Но сохранить надо природное образование. Ага. И вот тоже подставку. Ага. Подставку из ткани Ага. сделали, чтобы Мгм. мягко стояла. Вот. И она немножко глаза вот прикрывает, когда ветер сильно дует. Вот так вот прикрыты Ага. глаза. Виссарий Петрович, вы счастливый человек? Ну, в каком-то смысле можно, конечно, считать. Ну, вы занимаетесь делом, которое вам по душе, удовольствие получаете. А вот, Но вполне счастливым человеком, наверное, себя да, в назвать свое можете. время не думал о каких-то там Ага. заботах лишних. И взял, там, поехал там куда-то. Но, правда, сейчас вот подумаю,
вот семейные, может быть, дулись там в душе, что-то недовольство, может быть. Но особо у меня вот супруга вот полтора года назад она ушла в мир иной. Вот. И вот этот вот однажды хотел, вот это осталось у меня кап, вот треугольной формы. И вот на колоннах вот театра, там на четырехугольнике лицо изображено. В углу Чувашского драматического театра такие вот. изображения есть, я Вот, тоже да, замечал. вот я на него глядя, думаю, из треугольника что-нибудь получится. На журнале «Юный натуралист» увидел портрет Никулина. Большой портрет, думаю, хотел Никулина вывести. Но потом один журналист пришел, он вот так смотрит на меня и на это говорит, ваш автопортрет. Вот я поэтому... Похоже. Его, да, его Ну, хотя, говорят, все художники рисуют автопортрет всегда. Да, да, получается. Вот здесь вот волос не тронут, вот этот кап остаток. И вот здесь ушки немножко сделал. И вот получилось вот. А он кап он как бы из дерева, мрамор из дерева. Вот видите, рисунок сюда. Структура видна. Вот так структура. А тут вообще просто гладкая и в разной местности. Ну, капа же, она структура переплетенная, она и не трескается, хорошо держит. А это вот сосновый кап тоже вот переплетение. Ну, карельская сосна, то есть береза обычная тоже. Вот. А это Баба Яга. Я думаю, это бесформенно, да, она уже древняя-древняя. Вот, у нее на глаза вот закрывает прядь волос, вот это сзади, а здесь волосы она куда-то зачесывала, и вот здесь вот не тронуты. А ветка уже дальше, вот эта ветка дальше не смогла расти из-за этого капа. Вот тут продолжение Кап было. прижал ее, задушил, да, наверное. И все, так вот все на кап, на образование капа. Вот тут сосновый тоже кап, это тоже очень хороший у меня был кап его. А если так вот смотреть, какое-то вот это лицо какого-то животного, вот там сказочное какое-то животное, ну это просто так оставил нетронутый. Они вот очень интересные конструкции. Вот тут у вас портрет есть. Это чей портрет? Это портрет, ну, все узнают нашего... Павлов? Нет, это Владимир Ильич. Владимир Ильич. Наш земляк, можно сказать. Его отец, говорил на чувашском языке. И Станислав Говорухин тоже говорит. Ленин говорит по мужской линии, по происхождению чуваш. Наверное. Наш земляк. С Яковлевым там. Да, общался. Ну вот здесь вот тоже это очень большой кап. Вот отсюда вырезал трубки. Березовый кап это, да? Да, березовый кап, он большой. Вот я вот самое главное вот здесь вот нетронуто оставлен кап. Вот здесь вот эта часть как бы залысина вот Ленина. И вот постепенно стал выводить, получится у меня или нет. Вот это вот все. Это вы все сами сделали, от начала до конца? Да, это вот. Ну вот потом уже... Ну вы не только энтомолог, вы и скульптор? Как он обычно одевался, там тоже вот, и внизу под пиджаком вот это вот, тройка обычно костюм одевали. И всегда бы галстуки ходили. Вы только корнепластикой занимались, да, Виссарион Петрович? А так профессионально не думали резьбой по дереву заниматься? Вот, например, Степан Эрзя у этих мордвы. Резьбой как-то там немножко другая технология, надо знать, вот и инструменты иметь. А инструменты у меня так специальные нету. Просто нож я вот из... Но это вы ножом вырезали, что ли? Или у кого-то взаймы брали инструменты? Нет, ножом. Это ножом? Напильником, потом доводил шкуркой, напильником. Вот это вырезаешь. Но у меня один был нож, потом по ходе потерял. Вот этот нож очень хорошо резал. Но потом другие ножи берешь, но так не очень. Можно было и постучать там чуть-чуть, вот это, чтобы рукой здесь вот мозоль, чтобы не набивать. Ну, Виссарион Петрович, вы, думаю, все-таки человек счастливый, для души, для себя живете. Я вот слышал, например, анекдот, когда монах умирал, который любил поспать, к нему пришли братья-монахи и говорят:
ты, говорит, бессовестный, лежишь и улыбаешься, ничего не делал, все время спал, не молился, и бессовестный, и теперь, говорит, улыбаешься. Тот, говорит, монах умирающий, да, говорит, вы правду говорите, но сегодня ночью ко мне пришел ангел и сказал, у тебя грехов меньше, но и добрых дел маловато, но ты попадаешь в рай. Ну вот вы живете и работаете для души. Да. Счастливый человек, я думаю. Да, в каком-то смысле, конечно, есть работа, чем заниматься. Ну вы еще до сих пор корнепластикой занимаетесь, да? Если что-нибудь найдете, да, будете ну, делать? если увижу, там, конечно, Ага. всегда вот любое вот интересное. Сейчас в последнее время очень интересные кустики, вот, но необычные. Вот дерево вот, обычно выходит, зеленые листья. Вот, а сейчас вот, например, белоструйчатый, деревья белоструйчатые придумали, вот я на газоне у меня, вот выходишь с двух сторон, у меня свой газон, вот это, около подъезда, белоструйчатый деревья. Искал, нашел, вот очень хороший куст сейчас за 2 года. А вот на днях, вот прошлого года увидел на улице Суворова около, перед палисадником у одного посажено кустики красными, темно-красными листьями, вот примерно 6 метров длиной кустики. И мне очень понравилось, хотелось на газоне. Вот в этом году на рынке ходил, один продает там вот этот кустик, красный калинолистный пузыреплотник растение. Но это кустарник раньше видел, на газонах много. Вот у них плод, вот когда дети берут вот этот целый куч, и вот хлопают, и пузырьки лопаются. Вот это, оказывается, поэтому пузыреплотник. Внутри мелкие зернышки. Вот этот пузыреплотник сейчас вот нашел, вот второй куст купил там здесь, вот не дал. А этот вот, что хочу размножить, вот он пузыреплотник красный. Плод в нем. Он на улице растет, да? А? На улице растет. На улице зимует. Зимует хорошо. Ну, а как обычный пузыреплотник обычный, их вон на газоне очень много разрослись. Это вот сейчас, ну вот хочу, чтобы корни дали до весны. Ага. А потом, укрываете для чего? Чтобы парниковый эффект ну, был? говорят, чтобы чтобы корни давали, не пропали ветки, надо прикрыть. Вот, Они все время вот так прикрыты, да? ну, иногда вот поливаю, иногда Воду меняете? на ночь, да. На ночь Сейчас открываете. воду меняю. А вот это вот белостройчатый вот дерену попробовал тоже вот у некоторых ветки срезаю, и весной тоже срезал, и осенью, и никак не получается. Вот воду ставишь, и воду, и землю, и там вокруг липкое, скользкое такое образование образуется, и такие корни не дали. Вот это сейчас один там тоже декоративное растение у соседки там рядом тоже. Вот у нее спросил, да говорит, сверху там вот закрыть, не помню, только темной пленкой или... Виссарион Петрович, вы природу понимаете, природу чувствуете. Какая она природа? Она любит человека? Человек много ли вмешивается в жизнь природы? Говорят, человек вмешивается, все портит, все ломает. Что вы сказали? Но человек, конечно, много, это любители природы, именно растений, саму землю, и животный мир. Вот, много понимает. Я, например, вожусь на газоне. Вот только что делал, налаживал порядок. Но я уже начал их называть вандалы. Они в окно смотрят или с балкона смотрят. Как только я захожу, через некоторое время смотрю, уже что-то наделали. Или с балкона кидают там мясопродукты. Нет, я не про это. Вот, вы чувствуете природу, природа как к нам относится? Но Мы же дети природы тоже, все-таки люди. Ну, природа, конечно, страдает от многих наших деятелей. Да. Да, особенно вот, если крупные взять, вот эти пожары те же в лесах, да. это большинство от деятельности человека уходит, от пожара возникает.
Ну а так вот, например, озера, там вот реки выпускаются с крупных предприятий. Мгм. Ну, это, И, конечно, да, большой вред очень да, приносит. большой вред. Я вот однажды проходил по реке, вот это вот сзади Кугыси проходит, потом Абашева там, Мгм. вот по этой реке с самого начала туда стал, Мгм. а сзади вот как раз от Кугеси там все вытекает, и особенно последние дома, дачные там участки и эти виллы построены. От них вот это прямо не под землей, там не канализационный труб, прямо в открытую течет, Мгм. и там вообще не проходить невозможно, запах такой. И растения уже не те культурные растения Мгм. нет, а те, которые вот именно на фекалиях, на Мгм. всяких Мгм. нечистотах растут. И вот они жесткие, и коровы их не едят. Мгм. Вот это вот очень. А где не следят, вот я с экологами много экспедиций, потом я им говорю, Мгм. вот ботаники, там Гафурова, вот я говорю, вот там редкое растение я нашел, и вот, Мгм. я говорю, а тут вообще так надо следить. Мгм. Виссарион Петрович, говорят, кто живет в гармонии с природой, у них какие-то сверхспособности открываются. Что можете по этому поводу сказать? Ну, сверхспособности, вот как, конечно, но если я пример по себе беру, вот многие говорят, ты раньше где работал, вот тут возишься там, Мгм. я не говорю никому, тем. Что инженер? Большинство, которые конструкторы работали, Мгм. они как по природе соскучились, Мгм. и обязательно какой-то природный вот, Физики, лирики. ага, любители природы. Мгм. Вот те же, вот, например, Цветаев, вот, Павлов и другие, вот в Нижнем Новгороде, Корки раньше мы называли, Мгм. там тоже один профессор жил, он тоже вот природой занимался. Вот именно те деятельности, вот. Конструктор, почему конструктор? Вот конструктор, он может даже брать вот этих их приспособлений для конструирования Да, 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 чего-то. да. Вот, Говорят, что например, молнию придумали по перу птицы, говорят, да? Ну вот, наблюдая вот, вот эти природные явления, можно и в жизни все это использовать. ну, самые свежие примеры, вот стрекоза, вот, например. Мгм. Вот кто-то вот наблюдает, вот у меня есть там необыкновенный махаон книга, Ага. вот там как раз как каждый насекомый, каждый животный, их приспособления использовали, начиная с стрекоза, там кузнечик, вот и шмель, вот тоже, вот некоторые конструкторы говорят, как посмотришь вот это устройство крыльев и самое Шмель не, туловище, не должен летать, да, не говорят. Я должен тоже летать. слышал, да. Но однако же летает лучше, Да, чем да. кто-нибудь. Но они летают очень много, страдают вот, от жизнедеятельности человека. Они высоко не могут подниматься, набирают Ага. себе вот для своих личинок Ага. еду и летают низко, над уровнем вот, шоссе перелетают. Ага. По обочине шоссе идешь, очень много можно сбитые шмелей Ага. найти. Да, Вот, даже так. например, вот говорят, зачем ты ловил вот это шмель, ну, для экспоната перепончатых крыльев поставишь, ну, идешь и сам не ловишь, вот именно по Ага. обочине дороги, Побитые подбирайте, да. прямо свежие. Они высоко, их не беда, они пчелы, ладно, выше они поднимаются, Ага. а когда обратно домой едет, а эти тяжелые, особенно грузовые машины, Ага. скорость большая, сбивается. Насмерть убивают. Ну, и даже вот эти, ну, бабочки иногда вот небольшие. Здесь вот даже вот прямо на перекрестках, кольцевой перекресток на Урмарское шоссе. Мгм. Урмарское шоссе. И там за Махауном и слежу, там вот летает, летает. Мгм. А потом раз она вылетела на дорогу. Мгм. И тут же Машина всё. скорость набрал, и все, уже лежит на обочине. Мгм. Вот и даже вот в этом случае жалко вот это тоже. Очень вот современные скоростные машины, они много там, по Вреда дорогам приносят. много Мгм. можно найти, не только там
А вот эти вот, вот говорил, трясогузские наши соперники, говорю, вот они прилетели, я хочу вот трясогузку. Вот березовый трясогуз, то есть трясогузку, говорю, префасы. Вот. И префасы, значит, березовые обычные, я среди них хочу осиновый и тополевый найти. Вот слежу, ну, вон они сидят, они чуть-чуть отличаются друг от друга. И вот тут же машина проезжает, или сбивает машину, вот они не успевают слететь, или вот трясогузка, вот это как раз человеческий соперник уже, можно сказать. А по дороге много лежат, но большинство вот это березовые префасы. А осиновые, тополевые, вот сверху посмотреть, их внимательно только смотреть по усикам, там самец-самка, и вот поэтому. Ну, Виссарион Петрович, у нас тут на флешке время кончается, поэтому спасибо вам большое, удачи вам в вашей деятельности, ну и гармонии с природой. Спасибо вам, что пришли, внимание обратили на мою коллекцию, на мою квартиру, музей. Квартиру музей, да, именно музей. Ну, Спасибо вам.